Селям алейкум, хайрлах шамлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. В следующем часе с нашим гостем будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня и которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Вы также можете присоединиться к нашему эфиру на экраны ваших телевизоров. Режиссеры будут периодически выводить номера телефонов +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Также можете использовать программу Skype, адрес которого также на экранах ваших телевизоров atr.tv. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube-канал, там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Подписывайтесь на наши страницы Facebook и Instagram. Ну а я... Говорили, зокрема, стан реалізації інфраструктурних проєктів будівництва квартир для переселенців з Криму та комплексу Соборної мечеті в Києві, питання підтримки внутрішньо переміщених осіб із окупованих територій України та перспективи створення зони вільної торгівлі, а також останні події в окупованому Криму щодо незаконних обшуків, нових затримань, політв'язнів та питання безпеки Чорноморського регіону. Как вы оцениваете украино-турецкие наши отношения, политическая и оборонная сфера? Я думаю, что оцениваю их как высокий уровень, потому что и Украина закупает, в том числе, турецкое вооружение. Турция дает нам беспилотные летательные аппараты. И при этом, при всем, Турция является некоторым мостиком, точкой дипломатических отношений, которая позволяет Украине, напрямую не общаючись с Российской Федерацией, в том числе вызволять наших пленников. Мы видели эти примеры. Ахтем Чигослим и Умеров. Да, безусловно. И в этой связи, я думаю, что, вот, понимаете, если разделить, например, отношения с некоторыми европейскими партнерами, отдельные страны, например, прибалтийские страны, они заявляют лишь о поддержке на словах и противостоят сугубо вербально российской интервенции. Латвия, Эстония, Литва. При этом Турция, не входя в прямую конфронтацию с Российской Федерацией, она реально дает помощь. Она дает беспилотные летательные аппараты, дает помощь по линии вызволения заложников и многое такое прочее. Поэтому Турция, не являясь членом Евросоюза, на самом деле, на мой взгляд, делает больше для Украины, нежели отдельные страны Европейского Союза. Ну, мы видим, что страны Европейского Союза, по крайней мере, вводят санкции в отношении Российской Федерации. Если говорить о странах Балтии, да, то это те страны, которые являются постоянными нашими партнерами, и те страны, которые нас всегда и во всем поддерживают. И, кстати, сеймы Латвии и Литвы даже признали депортацию крымско-татарского народа геноцидом, и это был очень важный шаг со стороны этих стран. Вы понимаете, да? это символические жесты, на мой взгляд. Это символические жесты. Если я бы выбирал между символическими жестами и реальной помощью, я бы все же выбрал реальную помощь, потому что она в том числе лучше сказывается на нашей обороноспособности. То есть можно сделать 1000 заявлений, но они не стоят одного беспилотного летательного аппарата, который может быть передан в вооруженные силы Украины. Ну окей, а что относительно санкционного режима против страны-агрессора? Мы же видим, что если говорить о наших западных партнерах, да, странах-партнерах, которые вводят свои санкции против Российской Федерации, мы можем по-разному относиться к этим санкциям, можем говорить, что они недостаточны, можем говорить, что они неэффективны, но так или иначе эти пакеты есть, и они влияют на экономику РФ. Возможно, не в такой ближайшей перспективе, как бы нам хотелось, но игра в долгую. А Турецкая республика, в свою очередь, действительно нас поддерживает, действительно в оборонной сфере нас поддерживает, постоянно высказывает свою позицию относительно непризнания оккупации Крыма. Однако к санкциям западных стран они не подключаются, и более того, там еще больше наращивают торгово-экономические отношения с Российской Федерацией. Но это не двойные стандарты. Вы знаете, на мой взгляд, от слова «санкции» осталось только слово «санкции». Это тоже больше символичный жест на сегодняшний день. Поскольку последние 2 года санкции не обновляются. Это значит, что через третьи страны возможно обходить эти механизмы. Мы видели в том числе и в Крыму турбины Siemens на электростанциях. Мы видели много других вещей, которые нам говорят о следующем, о том, что они, по факту, эти санкции не работают. Возможно, есть проблема. Это удорожает отношения. Но «Северный поток», турбины и примеров десятки можно привести, которые говорят о том, что это не является таким существенным ударом. И если мы посмотрим на товарооборот
между Европейским Союзом и Российской Федерацией, то мы не заметим существенного падения. Да, мы не видим роста, но мы не видим падения. И в этой связи я хотел бы спросить тех, кто является приверженцем санкций, сколько оружия, сколько помощи, сколько заложников освободила Германия, сколько оружия поставила на Украине. Ну и такого рода вопросы, которые, если обратить на Турцию, выглядят более приемлемо для Украины. То есть символичная поддержка. Опять же, вот мы слышали на этой неделе, было сообщение, что, мне кажется, Эстония передала Украине 1500 пистолетов Макарова. Но при всем уважении к Эстонии и ее помощи, это никоим образом на обороноспособности не скажется, поскольку этих пистолетов у нас и так полно. В связи с этим я расцениваю помощь Турции как более действенную. Даже один человек, который возвращен на территорию Украины из плена, по сути, или из заключения в Российской Федерации, это намного больше, чем эти 1500 пистолетов. И следуя этой логике, можно говорить о том, что Турция менее лицемерна в этом смысле. Она прямо говорит, да, у нас действительно большой товарооборот, насколько я помню, это порядка 15 миллиардов долларов США с Российской Федерацией. Мы не можем себе позволить лишаться этого, но при всем при этом мы будем вам помогать. Так как европейские страны, они тоже очень разные. Там более 2 десятков стран. И одни торгуют, другие бойкотируют. И в целом это не дает того эффекта, который мы бы хотели иметь. Если бы, к примеру, еще в 2014 году европейские страны объявили эмбарго на поставки газа, мы понимаем, что события развивались бы иначе. Но они точно так же не могут себе этого позволить. Вот поэтому в совокупности, рассматривая вот эту всю ситуацию, мне не кажется, что можно говорить о двойных стандартах. Это последовательная позиция. Турецко-российские отношения переживали немало кризисов. В 2016 году, вы помните, а потом в 2017, в 2018, и в 2019, и в 2020. Каждый год, в принципе, какой-то кризис между этими странами происходит, но так или иначе его сглаживают. А что может такого произойти, что действительно очень серьезно повлияет на турецко-российские отношения? Вы знаете, вопрос в том, хотели бы мы желать, чтобы это произошло или нет. Поскольку армия Турции – это самая сильная армия НАТО на европейском континенте. После США. После США на европейском континенте. Первая США, вторая Турция, да. Но США не находится в Европе. Армия Российской Федерации – вторая армия в мире. Если бы мы представили конфликт между этими безумно сильными в военном отношении государствами, наверное, Украине бы тоже мало не показалось. Поэтому я думаю, что умеренная политика и дипломатия, учитывая то, что у России и у Турции есть вопросы, кроме Украины, еще в Сирии, в Ливии, мы сами не заинтересованы в том, чтобы произошел какой-то взрыв. Я в 2016 году, это было, мне кажется, 22 ноября или 23-го, я сам находился в Стамбуле, когда турецкие военно-воздушные силы сбили российский истребитель над своей территорией. И я помню, даже сами жители Стамбула, они к этому относились достаточно осторожно и неоднозначно. И был даже некоторый страх в глазах перед неизвестностью, что же будет. И ни Турецкой Республике, ни Российской Федерации конфликт полномасштабный не нужен. Не только с позиции экономики, а с позиции того, что нет критических разногласий. То есть все, что сегодня есть в противоречиях, это возможно на сегодняшний день решить путем переговоров. И с украинской стороны я тоже не разделяю позицию наших горячих голов, которые хотели бы прямого столкновения или нас с Россией, или Турции с Россией. Поскольку, знаете, как говорил, мне кажется, Горбачев, что Третья мировая война закончится тем, что мирный договор будет подписываться углями на камнях. Это будет, хоть Турция не ядерная держава, но это член НАТО. Мы знаем, что вряд ли Соединенные Штаты останутся вне этого процесса. Поэтому будем надеяться, что и наш украинский конфликт, и вопрос Крыма, и вопрос отношения Турции с Россией, они смогут разрешиться каким-то иным образом,
а не в прямом военном столкновении. Ну вот, говоря на эту тему, понятно, о прямой какой-то военной конфронтации речь не идет, а вот многие говорили, что, например, Турция могла бы использовать такой инструмент давления против России в случае чего, как перекрыть Босфор, например, да, а она это может сделать согласно конвенции Монтрео, если не ошибаюсь. Если я не ошибаюсь, наоборот, там вопрос стоит так, что Турция обязалась пропускать. Только если нет прямого военного столкновения и угрозы турецкой территории. Поэтому сегодня говорить о том, что есть такая угроза, не приходится. Это будет нарушение договора, это будет казус белли. Я думаю, что позиция турецкой власти не закрывать эти проливы для того, чтобы российские конвои, в том числе, там проходили, она является последовательной. И в конце концов, знаете, можно же применить хитрость. В какой-то момент может что-то случиться в этих проливах, и по техническим причинам, например, на месяц они могут быть закрыты. Не нарушая подписанный договор, Турция, в принципе, может регулировать этот вопрос. Поэтому это будет, вот закрытие проливов, на мой взгляд, будет являться как бы последним доводом. А сегодня мы видим наоборот, мы сегодня видим, что Турецкая республика, она действует прагматично очень. Она там, где это является выгодным, сотрудничает. Там, где это наступает на принципы, она противостоит. И тем временем Российская Федерация продолжает милитаризацию Крыма. Сухопутная группировка в оккупированном Крыму составляет 11,5 тысяч человек, тогда как всего на территории полуострова находится 32,5 тысячи военнослужащих Российской Федерации. Такие данные подтвердил командующий операцией Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в эфире программы «Право на власть». Далее вот цитата. Так, ці відомості відповідають дійсності. Єдине, я хотів би до цих відомостей додати наступне, що саме сухопутне угрупування, воно складає 11,5 тисяч осіб. Мова йде про весь склад на тимчасово окупованій території. Туди входять і військово-морські сили російські, а також сили і засоби протиповітряної оборони. Безпосередньо сухопутні угрупування, вони складаються з 2 бригад і 1 батальйону. С какой целью Российская Федерация Крым превращает в военную базу? Ну, вы знаете, мне цифры кажутся какими-то заниженными, потому что, насколько я помню, по разорванному со стороны россиян договору, который существовал между Украиной и Россией, там была речь то ли про 30, то ли про 40 тысяч человек, которые разрешалось держать на базе в Севастополе. И когда произошла аннексия Крыма, говорили о том, что именно до 40 тысяч россияне увеличили свой контингент для того, чтобы обеспечить так называемый референдум. Поэтому 11 тысяч – это, наверное, еще, мне кажется, заниженная оценка абсолютно. И сегодня, на самом деле, говорить про количество людей, военнослужащих, как показатель милитаризации не совсем корректно, поскольку сегодняшняя война, она технологична. То есть если мы говорим о таких государствах, как Россия, например, или Турция, они не воюют пехотой, то есть никто идет из окопов с криком «Ура!» со штыками. Вопрос про ракетное вооружение, вопрос про количество вертолетов, авиации, противовоздушной обороны. Да, ну эти показатели в принципе и есть. Вы знаете, на территории временно оккупированного Крыма Российская Федерация системно завозит зенитно-ракетные комплексы С-400. С-400, да, бастионы завозят, много других комплексов. И да, вот. более того, многие даже говорят, что они там туда даже завезли ядерные боеголовки. Об этом были разговоры, но подтверждения со стороны России не последовало. На самом деле даже... Было бы наивно предполагать, что они... Многие российские военные аналитики рисовали карты, что именно с территории Крыма, например, если комплекс «Искандер» поставить на полуостров, то он охватывает своим действием страны Европы аж за Италию. То есть до Франции может долететь. Это вопрос, ну скажем так, никому это не нравится, включая европейцев, безусловно. Хотя у россиян есть и Калининград, но Калининград захватить и нейтрализовать угрозу оттуда гораздо проще, чем это сделать с полуостровом. То есть и россияне, многие их аналитики говорили про причину аннексии, настоящую причину аннексии, как про то, что Крым является для россиян непотопляемым авианосцем. То есть это сугубо милитаристическая история была с самого начала. Если мы говорим про то, что Россия поддержала референдум в Крыму, так называемый референдум, и не поддержала аналогичные референдумы, по сути, в Донецке и Луганске, в этих областях, то иного логичного объяснения найти этому нельзя.
И там есть русскоязычные граждане, и там есть Ну, это русскоязычные просто граждане. стратегическая территория. Безусловно. Поэтому это логично с позиции россиян и неприятно для нас, что полуостров используется именно с этой целью, поскольку ровно для этого он и был аннексирован. Ну а можно ли говорить, что есть какая-то вероятность наступления со стороны Крыма на материковую часть Украины в связи с этой Вы милитаризацией? знаете, я думаю, нет. Почему? Потому что граница общая России и Украины, она протяженнее, чем расстояние от Донецка до ЧОПа. То есть если прочертить линию по всей Украине поперек, то общая граница России с Украиной, которая в большей части своей контролируется Украиной, она гораздо больше. То есть, условно говоря, от Чернигова до от границы Украины с Россией в Черниговской области до Киева порядка 100 километров напрямую. По дорогам это может быть 150. Гораздо более логично с точки зрения военной наступать с этого направления, нежели из Крыма, где есть только 2 перешейка, где очень сложная ситуация, где просто не пройдут танки, пехота, и они просто будут мишенями. Да, но почему говорят именно из Крыма? Потому что, вот вы знаете, в последнее время очень активно обсуждался и продолжает обсуждаться вопрос возобновления водоснабжения Крыма через северокрымские каналы. Многие эксперты даже высказали такую точку зрения, что Российская Федерация может пойти войной на Херсонскую часть материковой Украины ради открытия северокрымского канала и восстановления ее инфраструктуры. Вы знаете, мы начали с того с вами, что аннексия Крыма, она в целом была продиктована прагматичными военными целями. Если взять экономику, то отсутствие воды, оно дает примерно, насколько по сведениям Радио Свобода на начало года, по их анализу получалось так, что примерно 300 тысяч тонн зерновых недополучает сельское хозяйство в связи с тем, что перекрыт Северо-Крымский канал. То есть если мы говорим о 2 чашах весов. Тут 300 тысяч зерновых, а тут санкции и другие проблемы. Я не вижу мотива для того, чтобы это сделать. Угу. Учитывая, что недавно в программе «Право на власть» секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что население временно оккупированного Крыма обеспечено водой на все 100%. Давайте его послушаем. Кримське населення забезпечене водою. Ніяких проблем сьогодні для кримського населення дійсно не існує. Там вода сьогодні є в достатній кількості для того, щоб населення нею користувалось. Те, що там немає води для промисловості, це вже інше питання. Позиція доволі проста. Коли там буде українська промисловість, коли там буде Україна, там обов'язково буде українська вода. І немає нічого там такого складного у цьому питанні. До того часу, поки Крим не є український, я вважаю подавати туди воду для окупантів, для того, щоб вони там розвивали свої збройні сили, у нас немає ніякого морального права. Населення Криму сьогодні питною водою забезпечене на 100%. Для России вопрос водоснабжения, восстановления водоснабжения – это политический вопрос. Вы знаете, тут действительно можно решить 2 проблемы для них. Первая проблема – это, собственно говоря, сельское хозяйство, да, которое на северо-крымских территориях испытывает реальные сложности. Плюс земли деградируют. Это уже проблема в том числе и наша. Когда Крым вернется в состав Украины, то эту проблему нужно будет решать. И по разным оценкам для этого потребуется от 10 до 20 лет. С другой стороны, чтобы возобновить подачу воды, необходимо подписать документы. Вот с кем Украина будет подписывать эти документы? У нас уже были прецеденты в 2015 году и в 2014 году, когда стороной договора значился субъект хозяйствования, у которой даже адрес был, не говоря о названии и о форме собственности, Республика Крым, Российская Федерация. Вот кто из сегодняшних украинских чиновников позволит себе поставить свою подпись под таким документом. Там, кстати, они же еще и более хитро делали. В 2015 либо в 2014 году, вы знаете, сейчас в Крыму проходят так называемые судебные заседания против генерального директора телеканала АТР Ленура Ислямова, и там у него там куча статей, и там вот в материалах уголовного дела, значит, есть документ, где со стороны временно оккупированного Крыма заключается договор с Укрэнерго, и там в договоре прописано, что не автономная республика Крым и даже не республика Крым, а просто Крым. Вот просто Крым.
Ну, просто Крым. Как будто какое-то отдельное государство, знаете, вот просто Крым. Я думаю, что это было в переходной период. Позже они писали прямо, что Крым является субъектом Российской Федерации. Они сегодня считают именно таким образом. Поэтому даже чисто технически, вот давайте подумаем, кто бы просто взял бы на себя вот такую функцию среди чиновников, как бы он ни назывался, какого бы органа мы не представили себе, да, вот никто не поставит просто подпись. Никто не Конечно. поставит эту подпись. Но это будет просто признание оккупации. Безусловно. Вот. И в связи с этим Украина, она не может просто в принципе позволить себе переговоры по этому поводу. Российская Федерация говорит о том, что вопрос Крыма не обсуждается. Ну и соответственно говоря, вопрос поставки воды, он повис в воздухе, поскольку обе стороны не могут принципиально согласиться с этими двумя позициями. И в связи с этим разговоры, они имеют место, безусловно, и причины, возможно, имеют место, поскольку деградирует все-таки украинская территория в этом смысле. Поскольку без водоснабжения земля подвергается эрозии, происходят необратимые процессы. Однако в этом случае приходится жертвовать этой ситуацией. Ну, в данном случае за это отвечает страна-оккупант, согласно Женевской конвенции. Безусловно. Вот что я хотела спросить. Вот мы с вами поговорили про милитаризацию. У нас есть решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, где там осуждается милитаризация оккупированного Крыма, осуждается милитаризация Черноморского региона, милитаризация акватории Азовского моря. Но, тем не менее, хоть вот такая вот резолюция есть, но Российская Федерация ее не выполняет. Хотя мы понимаем, что она носит рекомендательный характер. Каким образом нам влиять на эту ситуацию тогда? Ну, к сожалению, международное право, оно не предусматривает механизмы принудительного исполнения своих решений в отношении особенно государств, которые являются членами Совбеза. Точно так же у нас сегодня, если мы говорим, в принципе, вот есть решение Генассамблеи, есть решение Парламентской ассамблеи Совета Европы, есть решения многих других государств по отдельности или государственных объединений, в том числе в производстве Службы безопасности Украины, я думаю, что сотни производств уголовных в отношении событий в Крыму. В прокуратуре Автономной Республики Если Крым мы говорим про территорию Украины, та же служба безопасности, она работает суперэффективно, то по Крыму она сделать ничего не может в силу того, что нет туда физического доступа, и сегодня, к сожалению, юрисдикция Украины по факту туда не распространяется. Но в Азовское море же есть у нас физический доступ. Если в Крыму нет, то в Азовском море есть. Хотя мы видим, что сейчас идет фактическая оккупация Азовского моря. Полная милитаризация со стороны Российской Федерации. И при этом у нас есть договор с Россией об общем использовании этого моря. Почему Вы знаете, у нас есть договор с Россией, про дружбу и сотрудничество, где было полное признание территориальной целостности Украины. И что? Да, но мы его денонсировали, но к каким-либо последствиям со стороны России оно не привело. Закончил свое действие, мы его не денонсировали, да, он закончил свое действие. Но мы же вот недавно еще денонсировали договор о борьбе, сотрудничестве с терроризмом там, с Российской Федерацией, Вот мы что тоже возвращаемся никаких к началу последствий того, не что я ведет. сказал. К сожалению, международное право, если, например, мы берем Украинский уголовный кодекс, там написано, что кража – это там то-то и такое-то наказание. Если кто-то украл из супермаркета палку колбасы, есть механизм, есть полиция, есть суд, есть прокуратура, которые могут задействованы быть, чтобы привести в исполнение это наказание. Если мы говорим про международное право, там получается так, норма есть запреты определенные, но если какая-то страна или сторона нарушила их, то, по сути, механизм наказания следующий. Вот, например, Украина подала иск в Международный суд ООН. Если взять устав этого суда, и там даже есть раздел целый о том, что будет, если решение суда ООН не исполняется. И там написано следующее, что в случае неисполнения решения суда ООН, в случае, если оно будет в пользу, а оно будет в пользу Украины, суд ООН может обратиться в Совет Безопасности ООН для принятия мер. А там есть право вето у России. Вето, и все. И мы уперлись в систему 1945 года, которая была
учреждена после Второй мировой войны, и мы ничего не можем делать. То есть, Ну а как тогда нам нужно разговаривать с нашими западными партнерами? Как сделать так, чтобы Российскую Федерацию они, допустим, лишили полномочий права вето? Потому что они же сейчас со своим плебисцитом свой закон поставили в приоритет над международным правом. Если они свой закон ставят в приоритете над международным правом, то смысл тогда стране, которая не признает международное право, давать право вето. Но это же логично, это вообще... абсолютно с вами согласен, но, к сожалению, это не первый случай в международно-правовой истории. Были случаи с Израилем, были случаи со Соединенными Штатами Америки, аналогичные совершенно. Ну, они не аннексировали ничего, но были решения Никарагуа против США в конце 80-х годов, не исполнено оно по сей день. Поэтому мы должны лишь надеяться о том, что повестка международная поменяется, о том, что, скорее всего, ну, сегодня, на самом деле, к сожалению, для нас основная линия конфликта в мире проходит по линии США-Китай. И вот на этой линии возможно изменение архитектуры мировой. Сегодня мы можем требовать, ну, мы, в принципе, делаем все, что мы можем. Просто, по сути, мы видим, что Российская Федерация открыла вот такой некий ящик Пандоры и показала, что можно не выполнять решения международных судов, можно не выполнять решения международных резолюций, и ничто за это не будет. Эта проблема возникла, к сожалению, не в 2014 году, эта проблема тянется, наверное, с 60-х годов. И международное право, если мы просто любой учебник возьмем, там написано, что нет, извините, это право не имеет принудительных механизмов решения. Если это касается, то есть, например, механизм гуманитарных интервенций, так называемых, но во всей истории они касались государств, которые являются слабыми. То есть, когда было возможно применить мандат ООН, собрать международные силы, единственный раз против воли Советского Союза, и то там историки спорят, была ли там позиция против. Это было в Корейской войне в 50-х годах, еще когда в Южную Корею вошли международные войска ООН. Но тогда Советский Союз воздержался. Для нас, с одной стороны, но с другой стороны вопрос в том, что набирать, вы знаете, когда даже я как юрист могу вам сказать, что даже если есть ангажированное производство, даже когда вся машина против, все равно нужно добиваться промежуточных решений, которые фиксируют нарушение ваших прав. И потом, когда ослабнет ваш оппонент, это все можно применить. Но тут нужно терпение, к сожалению. Ну а может все-таки группе стран собраться и разработать механизм давления на страну-агрессора? Ну, знаете, санкционный режим применять, какой-то более серьезный, более радикальный? Мы можем только просить об этом, мы можем только говорить о том, что вы сами нарушаете свои принципы. Но в сегодняшнем мире спорный вопрос, что является доминантой – ценности или цены, экономика или принципы. Но сейчас выигрывает очевидно экономика. К сожалению, да. К сожалению, да, мы видим, что и кризис, к сожалению, вот этот наш коронакризис, который приводит к падению. Украинская экономика сегодня, по прогнозам, упадет порядка 8%. Примерно та же история в Европе и в том числе в Соединенных Штатах. Выборы в Соединенных Штатах. Мы, кстати, вот тоже упустили из нашего внимания, что в ноябре в США будут проходить выборы, и их результат будет существенным образом влиять на всю международную архитектуру, поскольку господин Трамп является изоляционистом, он думает о том, чтобы налаживать процессы внутри страны. Да, господин и Байден, не нужно быть мировым жандармом. Господин Байден считает, что нужно проводить политику последовательно, которую Соединенные Штаты проводили на протяжении последних 70 лет. А как в зависимости от того, кто станет президентом Соединенных Штатов Америки, изменится их политика по отношению к нам? Вы знаете, ну, можно утверждать, что при Байдене внимания будет больше, точно. В каком контексте это будет происходить? Если мы поверим разговорам, которые вчера были опубликованы Петра Алексеевича Порошенко с господином Байденом, С Путиным вчера были опубликованы. И с Байденом, и с Путиным. Было два разговора. Если мы верим тому, что прозвучало, то и демократы, к сожалению, не в полной мере
поддерживали нас, но, по крайней мере, они пытались модерировать эту ситуацию. И если мы говорим про Трампа, мы тоже видели стенограмму по Зеленскому, буквально в прошлом году Да, да, летом. Там отношение другое. Там отношение заключается в том, чтобы использовать Украину для решения внутреннеполитических А вопросов. вот вам не кажется, что нас сегодня пытаются втянуть в американскую предвыборную кампанию? Вы знаете, я думаю, что мы 3 года уже там как минимум. Мы просто являемся неотъемлемой частью этой кампании предвыборной. И это очень плохо для Украины. Поскольку мы все равно будем объектом, мы будем инструментом, мы не будем целью. Если бы Украина ставила себя как цель, один президент говорит, я сделаю это, другой, я сделаю это. Сегодня мы не видим такой ситуации. Сегодня Украина используется, по сути, в войне компроматов. И наша внутренняя повестка, она также представляет собой и подыгрывание или одной стороне, или другой стороне. Мы видим, то есть, в принципе, знаете, есть такой принцип в естествознании, он называется фрактальность. Мы можем... Раскройте. Высший уровень проецируется всегда на низшем уровне. Это как пословица «в капле отображается море». Если мы возьмем, просто спустимся максимально вниз на киевские выборы, предположим, точно так же война компроматов мы видим. Между кандидатами идет война компроматов. Там Тищенко лимоны предъявляют, Кличко предъявляет мосты, кто-то обоих критикует, но выигрывает все равно тот, кто концептуально подходит к ситуации. Так и в США. Здесь, в этом случае, Украина, это, к сожалению, это лимон в руках там Николая Тищенко, не больше. Корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО направляются в Черное море и готовятся к проведению учений в регионе. С 30 июня Испания возглавляет военно-морскую группу НАТО в Средиземноморье. Группа во главе с фрегатом Испании «Альваро де База» состоит из 2 экскортных кораблей и 2 противоминных кораблей с повышенной готовностью. Давайте послушаем капитана испанского флота Мануэля Агирре и продолжим. Чорне море є одним із традиційних районів розміщення, який група відвідує щонайменше двічі на рік, оскільки 3 країни НАТО та 2 країни-партнери мають доступ до цього моря. Ця військово-морська присутність є ознакою згуртованості та солідарності між союзниками. Логічно, що присутність зросла внаслідок кримської кризи в 2014 році, але завжди з максимальною повагою до міжнародних стандартів, які регулюють присутність військових кораблів у цьому дуже чутливому морському регионе. Что это для нас означает и какой это, возможно, сигнал подается Российской Федерации? Ну, знаете, я думаю, что такого рода операции, они с целью разведки осуществляются, они больше. Поскольку самый сильный флот в Черном море – это турецкий флот. Мы не слышали, что он принимает участие в этих учениях. Авианосные ударные группы США не могут зайти в Черное море в принципе, поскольку они не могут пройти Босфор и Дарданеллы по тому же договору, который мы с вами обсуждали выше. И плюс бастионы, которые мы упоминали с вами, они тоже закрывают абсолютно всю акваторию Черного моря от флота, скажем так, среднего водоизмещения. Поэтому такого рода операции, точно так же, как, например, мы видели буквально пару месяцев назад, американская авиация разведывательная летала и огибала полуостров Крымский в нейтральном воздушном пространстве. Все это делается с целью разведки. Это делается снова-таки с целью сбора информации, которая в потенциальном конфликте может пригодиться. Это примерно то же самое, как мы видим сообщения, когда над европейскими государствами европейские ВВС перехватывают российские стратегические бомбардировщики. То есть они тоже патрулируют, по сути, весь европейский континент. За ними поднимаются истребители, их перехватывают, они возвращаются назад. Все это делается, чтобы держать в тонусе своего потенциального противника. Это хороший сигнал для нас о том, что наши территории интересуются, но я думаю, что и сами россияне не воспринимают эти учения как потенциальную угрозу. Это, кстати, наверное, и верно с точки зрения и НАТО, и россиян. И мы можем извлечь из этого урок. К примеру, буквально позавчера, мне кажется, было заявление нашего главкома ВМФ о том, что опять близится российское наступление.
в связи с учениями, которые проходят на Кавказе. Кавказ 2020. Мгм. И у нас таким образом получается, что любые учения россиян, они в медийном поле экстраполируются на потенциальную полную агрессию и полную оккупацию территории Украины. Это неправильно с медийной точки зрения. Почему? Потому что, когда действительно, знаете, стандартная легенда про мальчика и волка. Кричать раз в 2 месяца о том, что нас завтра оккупируют, это неправильно, поскольку это снижает восприятие людей. То есть это не должно заходить как дежурная новость. Ну вот, предположим, если завтра в Одессе Российская Федерация высадит свой десант, мы готовы защититься? Североатлантический альянс вступится за нас? На последний вопрос я скорее отвечу негативно, поскольку у нас нет обязательств. И сколько бы мы ни Извините. говорили об обратном, к сожалению, сегодня даже дискуссия в странах НАТО идет на тему того, будут ли они защищать Прибалтику при потенциальной российской угрозе. Другой вопрос в том, что насколько целесообразно, то есть мы, украинцы, показали россиянам, что в случае, если, допустим, даже они пробьют наше ПВО, береговую охрану и попробуют оккупировать украинские города, то из-за каждого куста, из-за каждого угла они будут иметь проблему в виде граждан Украины, которые будут противостоять этому. Поэтому, на мой взгляд, это самое серьезное оружие, поскольку современные войны выигрываются до их начала. Если украинское общество будет показывать постоянно о том, что оно готово противостоять, оно не готово будет смириться с оккупацией, и ее не случится. Никто не будет ее начинать, поскольку сегодняшний мир, это не феодальная история, когда ты чем больше земли захватил, тем больше крестьяне зерна тебе соберут. Захват территории – это скорее убыточная история. Поэтому, если мы будем показывать, что вы понесете неприемлемый ущерб в случае оккупации, ее не состоится. И, на мой взгляд, главный вектор защиты территории, подконтрольной нам сегодня, заключается именно в этом. По неподконтрольной территории, включая аннексированный Крым, это другая история. Тут мы должны задействовать тот инструментарий, который у нас есть, и ждать, когда он будет эффективен. Давайте поговорим про неподконтрольные территории Донбасса. Вице-премьер-министр Украины, первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Резников считает, что Минские соглашения не отражают нынешних реалий и потребностей по урегулированию конфликта на Донбассе. И Западу стоит поддержать их пересмотр, что позволит реально изменить ситуацию. Далее цитата Резникова. З низки причин умови мінських угод більше не відображають реалій на сході України. Це найбільш очевидно в зв'язку з лінією дотику, яка була ретельно зафіксована в офіційних мінських угодах. Лінія фронту, певна на початку 2015 року, з тих пір застаріла внаслідок подальшої російської окупації на ще 1800 квадратних миль української землі. Зрозуміло, що подібні аномалії позбавляють весь мінський процес його логіки. Пошук нових моделей на різних міжнародних платформах повинен супроводжуватись розширенням двостороннього співробітництва між Україною та усіма країнами, які вкладають кошти у відновлення миру в Європі і його збереження для всього світу. Ну и в Кремле, конечно же, уже отреагировали на слова Резникова. И заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, комментируя эти высказывания, сказал следующее. Официально Киев на высшем уровне должен подтвердить или опровергнуть слова вице-премьера Украины, заместителя главы украинской делегации в контактной группе Алексея Резникова о необходимости пересмотра Минских соглашений. Или это будет означать отказ Украины от всех договоренностей и от переговоров по Донбассу. Конец цитаты. Что думаете? Ну, вы знаете, президент Зеленский, во-первых, когда он пришел на свой пост, он говорил, что он является приверженцем политико-дипломатического решения, пути решения конфликта и, соответственно, Минских соглашений. Но есть вопрос, который заключается в том, что сегодняшний текст Минских соглашений, он искривляется. Во-первых, территории. Например, тоже Дебальцево и район Дебальцево по приложениям к первой редакции Минских соглашений является территорией, которая должна отойти под контроль украинского государства. По факту сегодня и после событий начала 2015 года мы знаем о том, что
Так не получилось. Поэтому украинское государство, безусловно, должно настаивать на том, чтобы эти территории даже в рамках реализации потенциально Минских соглашений попали под контроль Украины. Сепаратисты и Российская Федерация, очевидно, против этого. Тем самым они нарушают Минские соглашения. Ну вот смотрите, Алексей Резников говорит, что нужно пересматривать эти Минские соглашения, которые не отражают нынешних реалий и потребностей по урегулированию конфликта. Но, как вы думаете, это не опасная история? Вот если мы говорим, что нужно пересматривать, вплоть до того, чтобы выходить с Минских соглашений, Российская Федерация тогда может сказать, ну, ребята, вы сами выходите, пожалуйста, снимайте так с нас санкции, чего вы от нас хотите, Такой если вы риск сами есть. выходите. Поэтому в этой связи нужно доказать о том, что тот вопрос, что именно Российская Федерация и Российская Федерация тоже не выполняет определенные положения Минских соглашений. Первый вопрос перспективный, это вопрос территорий. Не все территории, которые должны были отойти под контроль Украины, сегодня находятся под ее контролем. И второй вопрос, то, что было в связи с введением в нашу ТКГ со стороны Донбасса господ Гармаша и Казанского, там тоже формулировка интересная. Согласование законов и иных документов, в том числе изменений в Конституцию, с представителями отдельных районов Донецка и Луганска. Но о том, что эти представители должны представлять так называемые ЛНР и ДНР, ни одного слова в Минских соглашениях нет. Поэтому с самого начала, еще год назад, президентская инициатива была следующим, о том, что поскольку употреблен такой термин «представители территорий», почему в их состав не могут входить люди, которые проживают на подконтрольной Украине территории? И сегодня это имплементировано. Сегодня даже можно сказать о том, что россияне приняли это как данность. Мы уже это сделали. И сегодня идет согласование, в том числе положения этих законов. Мы видим по сообщениям, в том числе в соцсетях, от наших представителей. И в связи с разногласиями по содержанию этих законов можно будет признать о том, что это то есть неэффективность и невозможность согласования с представителями ОРДЛО. Да, ну а как вообще их можно согласовывать, как можно вообще говорить об остальных пунктах Минских соглашений, если у нас первый пункт Минских соглашений не выполняется? По поводу прекращения огня, ну, понимаете, тут это сложная история, поскольку с той стороны всегда могут сказать, что открывает огонь первой вооруженные силы Украины. И доказать в этом смысле ОБСЕ Ну, они уже... так и, в принципе, и говорят. Они так же, постоянно. безусловно. Да. Ну, то есть тут слово на слово, и если мы посмотрим отчеты ОБСЕ, они никогда не констатируют. Этот механизм уже за все эти годы можно признать неэффективным в плане установления виноватых в нарушении перемирий, обстрелов. Ну, то есть вот в таком смысле каждый отчет, он указывает направление, он указывает о том, что обстрел был обоюдный. Ну, это, в принципе, логично. Кто бы ни начал стрелять, в ответ точно прилетит. И поэтому европейцы, смотря на это все, они понимают, что это тупиковая история. То есть... Ну а как тогда быть? Можно ли каким-то образом реанимировать Минские соглашения? Или если идет речь о их переформатировании, то как? Вы понимаете, вопрос в том, что Украина, если объективно говорить, она не заинтересована в их исполнении, в той редакции, в которой они написаны. Поскольку это предусматривает изменения в Конституцию, принятие законодательства, где в том числе народная милиция, свой суд и прокуратура. Вы, если обратили внимание, буквально, я думаю, месяца 3-4 ОРДЛО и ДНР, и ЛНР, так называемые, они начали называть свои армии. Раньше они говорили армия ДНР, армия ЛНР. Сегодня они говорят народная милиция ЛНР, народная милиция ДНР. И это не просто так, поскольку в Минских соглашениях употреблено слово о том, что эти субъекты территориальные, которые, по сути, просто имеют право на местное самоуправление, имеют право иметь народную милицию. То есть Украина не сможет себе позволить, чтобы в составе ее территории были образования, местное самоуправление, у которых были бы там 2000 танков. То есть мы пришли к тому, что Минские соглашения, понятно, не выполняются российской стороной в первую очередь, да? И мы пришли к тому, что Минские соглашения нужны только лишь для пролонгации санкций? Сегодня, да. Сегодня мы не можем прямо заявить о том, что мы выходим из них, ровно потому, что завтра отменяются санкции, и Российская Федерация, по сути, решит свои все проблемы. Российская Федерация вместе с этим считает,
а точнее Кремль считает, что основания для проведения нового саммита глав государств нормандской четверки Украины, России, Германии и Франции на сегодня отсутствуют. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. И вот цитата. Никаких оснований для проведения нового саммита лидеров нормандской четверки сегодня и при текущей позиции Украины в обозримой перспективе просто нет. Саммит можно проводить только при условии, если выполняются решения предыдущих саммитов. По состоянию на сегодня ни одна из договоренностей Парижского саммита не выполнена. Ну а как, если не выполняется российской стороной? Ну, понимаете, к сожалению, мы находимся на этапе наших отношений, когда европейцы уже начинают нервничать и играть не совсем на нашей стороне. Поскольку мы с вами упоминали уже, что сегодня экономика все-таки впереди принципов бежит. И учитывая кризис, который надвигается и, по сути, происходит в сегодняшнем мире, никто не хочет для Украины жертвовать своими избирателями, своей экономикой и своими предприятиями. Ну а вот что от нас сейчас требует Российская Федерация? Какие им нужны основания для встречи 4 лидеров в Нормандском формате? Это согласование законов, согласование изменений в Конституцию. На что пойти мы не можем. Безусловно. Это тупик, да, это я с вами согласен. Это абсолютно тупик, поскольку россияне, они ждут, им правда, я согласен с тезисом о том, что им нужна вся Украина, и ЛДНР — это инструмент для того, чтобы лояльным было все государство. И иначе, как под гарантии конституционные, которые сложно поменять. Ну, почему Конституция? Потому что ее очень сложно изменять. И второй момент — вооруженные силы этих субъектов. То есть мы должны допустить на территории Украины существование 3 армий. Украинской, ДНР или ЛНР. Или там армии Донецкой области и Луганской области. Понятно. Как бы это ни называлось. Они, правда, хотят, чтобы это называлось народная милиция. А это, по сути, не самоуправление, это квазигосударственное образование, которое мы должны признать. И проблема даже не в этом. Это не основная проблема, потому что Украина, в принципе, утратит субъектность международную. То есть представляете, да, что европейское какое-то государство, или там африканское, или американское, неважно, оно должно давать визу стране, где есть 3 противоборствующие армии, где происходит непонятно что с точки зрения нормального понятия государства, поскольку суверенитет, он неделим. Это главный признак государства. Верховенство власти государственной — это самое основное, что есть государство. Спасибо вам большое. Геннадий Дубов, кандидат юридических наук, был гостем нашей студии. Дуже дякуємо вам. Ну а я вынуждена с вами прощаться. Эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман». Сайглы достлар, не языки. İşte bizim programımız bugün yekünlendi. АТР телеканалының yanında informasyon programmalar endi tatilge çıqa. Күзден бірқача hafta evvelsi көрішежекміз сізінен, бір мүддет үшін мен сізінен сағлықлашмақ мечбуретіндем. Бізіле бұл вақыт içerisinde olғаныңыз үшін епіңізге бөктен-бөкті шекурлеріні білдіреміз. Бірқач вақыттан sonra кене бұл студияда көрішерміз. Сақ не қалымыз.